В этот понедельник, 22 декабря, в Москве похоронили Станислава Орлова, неонациста, лидера боевой группировки «Эспаньола», участника войны против Украины. Орлов был известен как «Испанец». Хотя смерть Орлова произошла при невыясненных обстоятельствах, похороны проходили с почестями, флагами и торжественными речами. На прощание пришли несколько тысяч человек, превратив церемонию в самую массовую в России за последнее время. За несколько дней до этого, 18 декабря в Таджикистане в селении Шахринав предали земле тело 10-летнего мальчика Кобилджона Алиева. Ребенка в подмосковной школе застал 15-летний подросток, воспитанный на идеях русского национализма. Между этими двумя похоронами всего несколько дней, но между ними вся конструкция современной российской реальности. Одного хоронят как героя, потому что он воевал, и его ненависть ко всему нерусскому была санкционирована государством. Другого похоронили как жертву, имя которой быстро исчезнет из новостной ленты, потому что его смерть неудобна, она портит официальную картинку межнационального мира и традиционных ценностей. И мы уверены, российская власть рада, что хоронили мальчика не в России, где он в последние годы жил с мамой и братом, а на родине в Таджикистане. Так им удастся скрыть неудобную правду, что убийство произошло не где-то там, а внутри страны, в обычной школе, как прямое следствие культивируемой государством ксенофобии и насилия. Это не две разные истории. Это две части одной картины. Картины государства, которое системно выращивает ненависть как инструмент для поддержания идеологии русского мира. Русский ультранационализм в России давно перестал быть подпольным. Его годами легализовывали, романтизировали и кормили. На маргинальных форумах, в телеграм-каналах, в околовоенных структурах, на государственных трибунах. Пока ненависть обслуживает войну и империю, она считается добродетелью. Пока ее носители полезны, им аплодируют, а в случае смерти торжественно хоронят. Проблема в том, что ненависть не умеет читать методички. Она не знает, где фронт, а где школа. Она не различает разрешенные и запрещенные цели. Подросток, сбивший Кобилджона Алиева, не возник из вакуума. Он – прямой продукт среды, где одних людей публично объявляют чужими, лишними, угрозой, а насилие против них оправдывают, если оно вписывается в большой государственный нарратив. Эта логика, как мы видим, работает и на войне, и на улицах российских городов, и в коридорах российских школ. Сегодня русское общество, пропитанное неонацистской идеологией, в лучшем случае делает вид, что убийство было частным случаем и оправдывает убийцу наличием психического расстройства или плохим воспитанием. Но есть и те, кто радуется очередной смерти нерусского. В неонацистских пабликах и телеграм-каналах ультрасы буквально танцевали на костях убитого мальчика. Практически все сообщения были пропитаны особенной ненавистью. На одном из таких каналов опубликованы фото и видео с моментом убийства, с подписями: «Как же жаль маленькую личинку по имени Кобилджон. Россия снова потеряла выдающегося ученого, инженера, изобретателя. Помянем». Количество реакций под постами ужасает. Тысячи реакций, как люди радуются этому горю. На канале больше 300 тысяч подписчиков, и на всех на них распространялась эта ненависть. Другой пост с видео, где происходит момент удара ножом. И описание. «Мне очень жаль маленького дилдожонку. Теперь этот маленький точек никогда не станет взрослым, и, следовательно, он уже никого никогда не совершит типа Крокуса или не поучаствует в диверсии под руководством хохлов для ликвидации какого-нибудь генерала. И в конце концов сам не станет родителем, минимум 6 точек не появятся на свет и не сядут на шею русским в качестве паразитов. Его мать и отец, скорее всего, собрав остальных шерстяных детей, пара-тройка из которых куплены у соплеменников за 10 тысяч, и сапоги ради материнского капитала, от страха перед русским соскочат обратно в уютный и теплый Таджикистан, где много солнца и растет вкусная мандаринка. Быть добру». Под постом больше 4000 согласных, по сути, потенциальных убийц. А ведь на месте Кобилджона мог оказаться любой ребенок нерусской национальности. Саха, бурят, калмык, ингуш. И точно так же русские радовались бы убийству наших детей. Кстати, к авторам паблика не применили никаких санкций. Ни закрытия, ни арестов, ни профилактических бесед, ни поджидающих за углом сотрудников центра Потому что это свои. Государство поощряет насилие и ксенофобию, если они направлены в правильную сторону. Зато государство не любит всех остальных, например, экоактивистов, правозащитников, журналистов, антивоенных активистов. Их находят быстро, эффективно и безошибочно.
Значит, дело не в отсутствии инструментов, а в отсутствии желания. Это хорошо видно и по сухой статистике преступлений. Согласно официальным данным, в 2024 году в России было зафиксировано 247 преступлений против иностранцев, в 2 раза больше, чем в 2023. Резкий рост пришелся на второй год после того, как Россия начала так называемую денацификацию Украины. Парадокс лишь кажущийся. На самом деле все предельно логично. Страна, которая оправдывает нацизм с приставкой «русский», неизбежно получает его у себя дома, в школах, подъездах и телеграм-каналах. Кобилджона убили не случайно и не по недосмотру. Его убили в стране, где ненависть стала государственной идеологией, а расчеловечивание – нормой. Его похоронили за пределами России, чтобы не пришлось смотреть правде в глаза. Но эта правда никуда не исчезнет. Потому что уроки ксенофобии в России усваиваются быстро. И каждый раз их сдают дети – нерусские, безоружные и совершенно ни в чем не виноватые.